Здравствуйте! Сегодня такой знаменательный праздник, да? И что это значит для горного Улуса и вообще для республики и, наверное, для России? Сегодня замечательный день, день государственности Республики Саха-Якутия, 27 сентября. И это день открытия памятника братьям Даниловым, Семену и Сафрону Петровичам Даниловым. Как отметил глава республики Арсений Сергеевич Николаев, само рождение, дата рождения этих людей как-то совпала с судьбоносными датами России. Семен Петрович родился в год Великой Октябрьской революции, Сафрон Петрович родился в год получения республики статуса автономной республики. И когда они активно занимались общественной деятельностью, было очень много людей, которые, скажем так, мягко говоря, не соглашались с их взглядами. Взгляды их и принципиальная позиция была, прежде всего, это сегодня это тоже прозвучало вот в стихах, которые представили артисты театра Ломхо и Саха-театра, о том, чтобы классики якутской литературы наравне с другими братскими народами, выдающимися их литераторами, писателями, они были вписаны в историю наравне с ними. И благодаря, скажем так, грамотным действиям, если по нынешним меркам, грамотным действиям руководителя Союза писателей Семена Петровича и при поддержке, конечно же, его родного брата Сафрона Петровича, который неоднократно был депутатом Верховного Совета, им удалось это сделать. О Кулаковском заговорили на территории всего Советского Союза. И наши классики, они были, скажем так, возвращены народу в качестве выдающихся писателей, литераторов, людей, которые намного опередили своими произведениями, взглядами в свое время. Ну, для горного Улуса это еще один такой важный момент. Мы в свое время подписывали соглашение о взаимном сотрудничестве администрации городского округа города Якутск. Тогда главой города Якутска был Арсений Сергеевич Николаев, и он активно поддержал идею о том, что необходимо этот памятник поставить, установить. И к нашему счастью, этот вот небольшой скверик рядом вот с этими домами, где жили братья Даниловы, он был, скажем так, не занят, условно говоря, не занят. И Арсений Сергеевич очень удивился, с одной стороны, и, конечно же, поддержал. И благодаря этому сегодня, такой замечательный, яркий солнечный день, мы являемся свидетелями открытия этого памятника.
свое время Министерство культуры при министре Владимире Ивановиче Тихонове проводило конкурс эскизных проектов. Было несколько работ, и самый такой интересный и, можно сказать, передающий их время, что ли, их характер. Памятник, это вот памятник, который сделала группа Семена Прокопьева, Семена Кирилловича. И мы, конечно же, очень рады, что все получилось. Наверное, сейчас самое время. Как говорится, никогда не бывает в истории такого, чтобы что-то опоздало или что-то не успело сделать. Всему в свое время, не просто так говорят. И я считаю, что благодаря настойчивости и поддержке главы республики Арсения Сергеевича Николаева, многих наших друзей, народных депутатов Федосии Васильевны Габушевой, Министерства культуры и, конечно же, городского округа город Якутск, Евгений Николаевич охотно согласился, поддержал этот проект, и сегодня мы рады, что случилось это мероприятие. С чем вас и всех поздравляю. Для тех, кто действительно, может, мало знаком с деятельностью братьев Сафроновых из Горного Улуса, Даниловых, я хотел, извините, узнать, вот, что именно вот в Горном Улусе, что связывает вот и для вас, писателей, и Горный Улус, я вот хотел бы сказать, спросить, вот, насколько эта связь у вас сохраняется? Ну, Горный Улус, в этом году мы отмечаем 90-летие. 90-летие образования Горного Улуса. И нужно отметить, что исторически в 17 и 22 году это территория, где родились братья Даниловы, относилась к западно-кангаласскому улусу. И тем не менее, после того, как район был образован, Семен и Сафрон Петровичи, они активно взаимодействовали со всеми руководителями района, общественностью района. И прежде всего, скажем так, воспитывали, наверное, больше воспитывали, направляли. И это, можно сказать, сегодня сказывается. Ну, в чем сказывается? Я чисто вот, если так посмотреть, Горный район, он один из самых читающих районов. Самая активная подписка на периодические издания у нас происходит. Все библиотеки у нас получили статус модельной библиотеки. Активно проходят даниловские чтения. И как-то так получилось. В этом году по анализу Института повышения квалификации работников образования, по итогам анализа единого государственного экзамена, ОГЭ и участия в олимпиадах, Горный Улус наравне с Мирным районом стал одним из передовых по итогам вот этих срезов, скажем так. Вот. ЕГЭ, ОГЭ и участие в олимпиадах. Не сказать, что именно Даниловы это все сделали, но тем не менее невозможно отметить тот момент, что, может быть, благодаря тому, что связь между Даниловыми и нынешним поколением Горного Улуса
она неразрывна, она никогда не терялась. Может быть, благодаря этому мы получаем такие результаты. А можно ли сказать, что братья Даниловы – это истинный пример патриотизма своей родины? Это, конечно, можно. Это истинный пример служения народным целям, можно сказать, национальным целям или служение своему народу. Это, наверное, и есть патриотизм.